С начала 2018 года абхазо-российскую границу можно переходить с внутренним общегражданским паспортом нового образца в соответствии с положением номер 2 Соглашения между правительствами Абхазии и России о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран от 2 октября 2009 года. Общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия, отвечающий международным стандартам степени защиты, включен в перечень действующих документов граждан Абхазии, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство их владельцев на территории России. В соответствии со статьей 9 соглашения в случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, или внесения изменений в действующие документы стороны по дипломатическим каналам, обмениваются их образцами. Обменялись ли стороны образцов нового общегражданского внутреннего паспорта гражданина республики? С этим вопросом мы обратились в посольство России в Абхазии. В ответ на наше письмо посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что российской стороной были получены образцы нового общегражданского паспорта гражданина Республики Абхазия. После соответствующего рассмотрения было принято решение о том, что граждане Республики Абхазия могут пересекать государственную границу между Россией и Абхазией по общегражданским внутренним паспортам Республики Абхазия нового поколения. Об этом абхазская сторона была проинформирована нотой консульского департамента МИД России. В 2009 году между Республикой Абхазия и Российской Федерацией был подписан договор о взаимных безвизовых поездках и граждан обеих стран. И в данном документе, в данном договоре прописан ряд документов, точнее 7 документов, при наличии которых можно пересекать абхазско-российскую государственную границу. В том числе прописан общегражданский паспорт, внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия. Однако, как вы знаете, данный документ на тот момент не обладал необходимым комплексом защиты и не отвечал международным стандартам. И уже в 2016 году Абхазия изыскала средства для изготовления общегражданского паспорта, внутреннего паспорта, который отвечал бы всем международным стандартам и обладал бы степенями защиты. И одновременно с этим российская сторона была проинформирована о том, что данный документ выпущен, уже находится в обороте. И с российской стороны, конечно же, была тоже проведена необходимая работа. И уже в 2018 году мы в нотном порядке, Министерство иностранных дел Республики Абхазия получило официальное уведомление о том, что все компетентные органы Российской Федерации, прежде всего погрануправление, обладают образцами нашего общегражданского внутреннего паспорта. И это означает, что с января 2018 года граждане Республики Абхазия, оформившие общегражданский внутренний паспорт, могут спокойно пересекать абхазо-российскую государственную границу. Наша съемочная группа отправилась на абхазо-российскую границу, чтобы узнать, как действует это решение на практике, и убедились, что очень мало кто знает, что уже с 1 января можно переходить границу по новым внутренним абхазским паспортам. И все же мы нашли несколько человек, которые уже не раз пересекали границу с новым паспортом. С их слов об этом они узнали неделю назад и решили при переходе границы показать не синий паспорт, а зеленый внутренний нового поколения. Границу пересекли без всяких проблем. Я получил паспорт осенью этого года, начал переходить уже позавчера. Когда границу переходили, были ли какие-нибудь проблемы? Никаких проблем не было, просто занесли на базу данных. Удобно всего 2 росписи нужны, 2 подписи нужны, больше никаких проблем. Новый образец паспорта был отпечатан в российском госзнаке. Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью. Защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные специально для этого документа. Согласно постановлению Кабинета министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года. На сегодняшний день общегражданские паспорта отпечатано в количестве 58 480 штук экземпляров. Принято заявлений от населения 63 703 человека. Выдано на руки 51 668 бланков паспортов.
Также не востребованы и не взяты лежат на местах 5818 паспортов. Пользуясь случаем, хотелось бы очень попросить граждан, которые прибыли на обмен, чтобы в ближайшее время забрали свои паспорта. А что касается вида на жительство, то вопрос пересечения этим документом абхазо-российской границы пока не решен. Хотелось бы отметить, как проходит выдача видов на жительство в Гальском, Плачевском и Чимчирском районе. За этот период по районам выдано 2222 вида на жительство. На обработке находится 3325 видов на жительство. Также хотелось бы особо отметить, что данные виды на жительство являются качественно изготовленными. Сегодня паспортные службы по всей стране активизировали свою работу. Для получения паспорта нового образца минимизирован процесс сбора документов, налажена современная электронная база данных граждан. Сотрудники работают по принципу одного окна. Безусловно, Сухум – самый густонаселенный город страны, поэтому в столице паспортисты работают в особом режиме. Для удобства граждан создан дежурный кабинет, который работает до 8 часов и субботу. Мы стараемся пригласить в вечернее время граждан, которым сложно стоять в очереди. Это лица, которым за 60, инвалидов. Чтобы избежать больших очередей в паспортных отделах столицы, паспортисты приглашают граждан для получения паспорта в определенное время, оповещая их по телефону. Пенсионеры и льготные группы граждан обслуживаются до 8 вечера каждый будний день и в субботу по индивидуальному графику. Граждане Абхазии, которые еще не заменили старые паспорта на новые, должны завершить процесс замены до 31 декабря текущего года. Рената Шакай, Сайду Гухава, Абхазское телевидение.